Кабинет министров Абхазии утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Проект постановления представил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Доходная часть республиканского бюджета составила 9 миллиардов 111 миллионов 959 тысяч рублей. Расходная – 8 миллиардов 983 миллиона 261 тысячу рублей. По словам Делба, доходы бюджета по сравнению с параметрами, которые были утверждены в 2021 году, превысили на 686 миллионов рублей. Несомненно, такие показатели, если сделать соотношение к предыдущему году, то рост собственных доходов составил на уровне 1,2 миллиарда рублей. По отношению к 2019 году 900 миллионов. Расходы на образование составили 430 миллионов рублей, на охрану окружающей среды – 12,8 миллионов, на культуру, спорт и молодежную политику – по 60 миллионов рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность было направлено 95,7%, на национальную оборону – 100% бюджетных назначений. В 2021 году на поддержку энергетической отрасли в качестве бюджетного трансферта было направлено 100 миллионов рублей. На реализацию целевой программы Минсельхоза из выделенных 100 миллионов рублей освоение составило 91,7 миллионов. На систему здравоохранения направлено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Такой уровень бюджетных ассигнований нам позволял достаточно стабильно и в полном объеме обеспечивать социально значимые и безотлагательные меры по защите населения от ковид и других расходов в системе здравоохранения. Расходы на национальную экономику в 2021 году сложились на уровне 1,8 миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда были направлены на финансирование мероприятий и объектов, предусмотренных инвестиционной программой. В 2021 году под финансированием находились 58 таких объектов и мероприятий. На ремонтно-восстановительные работы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета по утвержденному перечню, было направлено 99,6 миллионов. Соответственно, такой же показатель. Объем предусмотренных составлял 100 миллионов, 99,6% соответственно. На социальную политику в 2021 году направлено 280 миллионов рублей, из которых 209 на выплату социальных пособий отдельным категориям граждан. На реализацию государственной целевой программы «Жилище-2022» были направлены ассигнования в объеме 27,8 миллионов рублей. За счет этих средств 34 семьи приобрели жилье. В 2021 году финансовое обеспечение расходов, которое осуществлялось за счет средств резервных фондов, составило 467 миллионов рублей или 99,5%. Соответственно, за счет средств резервного фонда президента и за счет средств резервного фонда Кабинета министров. В 2021 году были осуществлены выплаты по внешнему государственному долгу в объеме 34 миллионов рублей на процентные расходы и 108 миллионов на погашение суммы основного долга. Материальная помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, оказана на сумму 260 миллионов рублей. На обучение 170 граждан было направлено 30 миллионов рублей. За лечение 1019 человек оплачено 120 миллионов рублей. На оказание других видов помощи направлено 168 миллионов. На совещании обсуждался и вопрос оказания помощи гражданам, которые пострадали от последствий стихии. Прорабатываем вопросы, предложения. Уже есть внесение изменений в закон о бюджете. Источником финансового обеспечения уже будут собственные средства, будем изыскивать. Возможно, будет оптимизация каких-то других расходов, на мой взгляд. Можно будет в этом смысле еще посмотреть, что должно быть особо приоритетным, потому что эти обязательства по выплате гражданам, компенсационным выплатам граждан в связи со стихийными бедствиями, имевшими место в 2021 году, обязательно надо будет обеспечивать финансированием. Те обязательства, о которых мы говорим, они реальные, они должны быть исполнены. Тут никаких иллюзий ни у кого не должно быть. И для этого придется прилагать еще большие усилия. Я надеюсь на такую же ответственную работу
министерств и ведомств, особенно ведущих министерств в плане пополнения бюджета. Надеемся на то, что тот же ковидные расходы у нас уменьшатся в этом году, хотя других обязательств у государства, связанных со здоровьем населения, много. Главное, что мы в прошлом году никому не отказали в лечении, практически никому не отказали в обучении и делали эту работу быстро и достаточно качественно. Наверное, можно министру здравоохранения отдельно позвать представителей средств массовой информации и рассказать вообще подробно о том, какую работу правительство, министерство в частности проводило по защите здоровья населения в прошлом году, помимо ковида. Но и о ковиде, само собой, хотя тут нас пытаются упрекать в том, что мы ничего не сделали в борьбе с ковидом, отнеслись к этому безответственно. Я там вчера читал отдельные заявления. Но мне кажется, что эти заявления безответственные просто. За 2021 год доходная часть Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составила 183 миллиона рублей. Об исполнении бюджета рассказал председатель фонда Дмитрий Тарба. По постановлению всех ветеранов-инвалидов мы обслуживаем все как положено. А обычных ветеранов мы не можем обслуживать, отправляем в Минздрав и там сразу тоже оказывают помощь, внимание. Что говорят инвалиды? Все довольны. Ветераны войны в части лечения. Довольны, что сразу все оперативно, все вовремя отправляем без задержек, что за пределы Республики Абхазии, что на территории. Медикаменты, лекарства. С лекарствами проблем нету, все у нас нормально. Поступление страховых взносов в пенсионный фонд в 2021 году составили на 211 миллионов рублей больше, чем в 2020. Бюджет исполнен на 96,6%. В 2020 году я уже не раз озвучил, мы недополучили около 132 миллионов рублей. И в принципе наше отставание, которое есть и на сегодняшний день, оно, конечно, значительно сократилось. Если смотреть, вот это, в принципе, нам и помешало. Если смотреть в 2021 году, перешедшая задолженность в 2021 году составляла сумма около 94 миллионов рублей, а в 2022 год у нас перешло около 47 миллионов рублей. Но это тоже, хотя по выплатам в 2021 году у нас было профинансировано около 1 миллиард 200 с лишним миллионов рублей. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году исполнен на 104%. Это за счет того, что был, наверное, год насыщенный такой и туризмом, и работой, и все. И служба налоговая, которая работала достаточно эффективно. И вот у нас такое отрадное, можно сказать, потому что в 2020 году у нас были большие трудности, у нас был долг перед Абхазформацией до 8 миллионов. Но теперь у нас нету ни долгов, у нас есть даже переходящие остатки денежных средств, благодаря чему мы дальше и работаем. Химиопрепаратами были обеспечены почти 95% больных. Премьер-министр поручил контролировать ситуацию с приобретением лекарств и их наличием. Я это расцениваю как повышенная ваша ответственность и наша общая повышенная ответственность за работу в этом направлении. Фонд социального страхования и охраны труда Абхазии исполнил бюджет на 100%. Единственное, мы вот сейчас мобилизируем задолженности, которые образовались дебиторские за долгие годы. Совместно с Министерством по налогам и сборам мы кое-какие средства все равно уже недоимки взяли. А так работа по всем пособиям ведется. Также мы стали инициаторами проекта постановления по 3 категориям по повышению за этот выплат гражданам. Первоначальный план бюджета Дорожного фонда 2021 года по доходам и по расходам составлял 87 миллионов рублей. Но по истечению полугодия стало понятно, что ожидаются сверхпоступления. Они составили 30 миллионов рублей. Эти суммы благодаря Минфину и комитету по бюджету были
с корректировкой утверждены, и мы успели профинансировать наших генподрядчиков и субподрядчиков. И конечные цифры по 2021 году составили по поступлениям 117 миллионов 204 тысячи по доходам и по расходам 127 миллионов 198 тысяч рублей. В итоге исполнение всех 6 бюджетов государственных фондов были приняты правительством. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.